Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, а это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня вот такая посылка с Якутии. Одни из моих любимых варганов и, пожалуй, самый лучший хомус на каждый день, хомус Сунтар. Вот, мне пришло 3 штуки. Досмотри эту распаковку до конца, чтобы узнать о том, чем же мне так нравятся эти варганы, что же в них такого хорошего и почему именно этот инструмент я рекомендую выбрать новичку и продолжающему варганисту на каждый день. Итак, поехали. Значит так, вскрыли мы посылку, и у нас на столе лежат 3 вот таких замечательных хомуса. Беру первый попавшийся и давайте рассмотрим его поподробнее. Хомусы приходят вот в таких деревянных футлярах. Это характерно вообще для всех якутских инструментов, за что мастерам огромное спасибо. Все-таки варган стоит хранить в футляре. Футляр совершенно бесхитростный, деревянный, на шнурке. Шнурок такой паракордовый, очень прочный, что тоже важно. Внутри мы видим якутский хомус стандартной формы, я бы даже сказал классической. Круглое кольцо, сходящиеся на конус деки, язычок, широкий у основания, узкий у загиба, достаточно высокое коленце, 2,5 сантиметра, маленькое аккуратное колечко. Здесь я вижу небольшие даже следы окалины. Видно, что хомус, что язычок загибали на горячую. На хомусе, на корпусе, если мы вот так вот поиграем немножко бликами, заметны следы ковки. То есть металл заполированный, но при этом он имеет такую интересную текстурку. То есть он немножко такой волнистый. Видно, что мастер работал молотком. И вот здесь, где крепление язычка, здесь также заметна немножко такая окалина. На мой взгляд, это все придает такую аутентичность варгану. Вот. Хотя в целом инструмент выглядит очень аккуратно. Во всяком случае, там, где надо. Зазоры очень ровные, параллельные. Все так, как и должно быть в хорошем хомусе. Давайте тестировать звук. Берем тюнер. И попадаем четко в ре. Отлично. Давайте сделаем так. Я протестирую звук всех 3 хомусов, а затем скажу свое мнение. Итак, поехали. Первый хомус Сунтар, нота ре.
Шикарно. Мне все очень нравится. Беру, пробую следующий хумус. Абсолютно такой же, как и предыдущий. Все очень предсказуемо. Круглое кольцо, сходящееся на конус деки. Язычок с высоким коленцем. Да, снова около 2,5 сантиметров. Что у нас по звуку? До диез.
Хороший варган. Беру следующий. Снова нота ре.
Хорошо. Итак, это были мои импровизации на хомусах Сунтар. Ставь палец вверх под видео, напиши, какой хомус понравился тебе больше, и заказывай его по ссылке в описании. Все 3 инструмента доступны для заказа и могут стать вашими. Торопитесь, количество инструментов ограничено. А для тех, кто еще не определился, я расскажу о каждом хомусе подробно и также выскажу свое мнение, почему этот хомус идеальный варган на каждый день. Я, как профессиональный варганист, имею в своем арсенале множество инструментов. Есть варганы, которые я использую исключительно в студии для записи звука. Они имеют идеальный выверенный звук. Мне очень нравится, как они ведут себя именно при записи каких-то музыкальных произведений. Есть инструменты, может быть, не с таким чистым, но более громким звуком, который я использую на сцене. И есть такие универсальные рабочие лошадки, которые всегда со мной в качестве варгана на каждый день. Пошел гулять в лес, взял с собой варган для вдохновения, сидишь, играешь, придумываешь что-нибудь новое. И вот среди них есть полюбившийся мне хомус Сунтар. Так вот, почему он, на мой взгляд, хорош именно вот для ежедневной игры, для ежедневной практики? Во-первых, мне очень нравится форма этого инструмента. Да, это классическая якутская форма, круглое кольцо, сходящееся на конус деке, но мне очень нравятся именно пропорции, соотношение толщины, длины рамы, ее массы и мягкости, жесткости язычка. Это такой очень тонкий баланс именно формы и массы корпуса и то, какую сталь ставит мастер на язычок. И здесь могут быть разные ситуации. Может быть, не хватать массы корпуса, а язычок может быть жестким, и тогда вам будет неудобно на нем играть. Либо, что менее критично, хомус может быть тяжелым, увесистым, и язычок может быть мягким и не особо удобным там для двустороннего боя. В данном случае здесь все очень сбалансировано. Мне нравится, что хомус лежит в руке как влитой. Он достаточно тяжелый. У него весьма такой жесткий и упругий язычок, который подходит для разных видов боя, как для верхнего кистевого якутского, так и для нижнего. И в целом вот с ним чисто физически очень удобно взаимодействовать. Я на таком хомусе играю постоянно, играю очень много и даже записывал несколько треков в студии, потому что на нем очень удобно играть именно подолгу, по несколько часов, и руки у тебя не устают. Теперь, что касается звука. Как вы могли заметить, у всех этих хомусов достаточно высокая коленце, порядка 2,5 сантиметров, характерная для якутской традиции. Это одновременно очень большой плюс, поскольку вот сама эта вибрация язычка, она задает такую инерцию звуку, дополнительную массу. И у хомуса появляется такой долгий красивый сустейн. Ну и в целом звук таких варганов, он такой более агрессивный, что ли. Второй момент. При обратном ударе этот хомус может иметь такой характерный призвук. В данном случае у хомуса Сунтар есть такое колечко. Оно здесь заполированное, но может немного цеплять палец в некоторых случаях. И это дает также такой дополнительный шелест. Если записывать это на микрофоны, на такие вот прям хорошие студийные, и вам важна именно мелодическая игра, то есть каждая выверенная нотка,
то здесь это может создать определенную проблему. Но и она нивелируется, если бить более внимательно, с короткой амплитудой, с очень аккуратной траекторией, прям по касательной. Этого звука практически не слышно. Но это же самое свойство варгана мы можем использовать в плюс, играя в таком аутентичном якутском стиле. И если нам нужно где-то добавить в нашу игру именно динамики, не только мелодических звуках, но и каких-то диссонирующих, какого-то красивого расслоения, здесь этот звук работает как такая дополнительная опция по украшению звука. Самое главное, что мы можем в данном случае этот призвук контролировать, играя более аккуратно, либо чуть более небрежно, соответственно, уменьшая или усиливая вот это расслоение. И я считаю, что во многих случаях это такой плюс. И в руках профессионала даже хомус с таким призвуком может звучать намного лучше и интереснее, чем хомусы с каким-то кристально выверенным звуком, например, тот же хомус Мальцева. Вот. То есть это исключительно дело вкуса. Это что касается вот общей характеристики всех трех хомусов. Что еще у них общего? Все хомусы настроены в ноту, и это большой плюс для якутских инструментов и большая редкость. Далее. Хомусы имеют язычки средней жесткости, что делает их универсальными как для якутской стилистики, так и для европейской. Очень удобно работать и верхним кистевым, и нижним кистевым, и односторонним, и двусторонним боем, и на разной скорости. Все это было видно. Теперь что же в них, чем же они различаются? Различаются они прежде всего настройкой. У нас было 2 хомуса в ре и 1 хомус в до диез. Первый хомус в ре был чуть более жестким, чем остальные. Прям совсем чуть-чуть. Но и вот это чуть-чуть, оно задавало основной характер композиции, на который я на нем сыграл. То есть они были такие очень динамичные, очень быстрые. На таком хомусе классно играть быстрые ритмичные импровизации, что в якутском стиле, что в европейском. На европейском двустороннем бое, кстати, хомус вел себя очень послушно, что мне также очень нравится. Тем не менее, при медленной игре и при усилении дыхания на этом хомусе можно играть протяжно и раскатисто. У него не такой длинный сустейн, как у басовых инструментов, но если вам нравится медитативная, медленная игра, на высоких хомусах также можно играть в этой стилистике. И здесь есть свои плюсы. Можно увести обертоны куда-то очень высоко, поиграться с мелодией, повводить какую-то интересную полифонию, добавить вот этой трескучести мистической, якутской. И будет вам вообще классная, здоровская медленная игра. Второй хомус был в ноту ре. Он был более мягкий, и мне на нем нравилось играть именно в таком умеренном темпе, не слишком быстро, не слишком медленно. Он также был послушен и на двусторонний бой, и на односторонний в якутском стиле, и у него присутствует в голосе такой красивый, низкий, хриплый фон, который очень гармонично сочетается с высокими обертонами. Такое ощущение, что вот звучат иногда 2-3 голоса у этого хомуса, появляется такое многоголосие. Мне очень нравится такой эффект в музыке, особенно когда играешь вот сольно для себя, да и в ансамбле это тоже неплохо работает. Короче, рекомендую. Третий хомус в ноту ре, он был такой вот посередине по мягкости, жесткости между этими двумя. То есть не такой жесткий, как первый, не такой мягкий, как второй.
Он был такой универсальной рабочей лошадкой, на нем можно было бы поиграть и медленно, и быстро. Мне понравилось играть быстро, я как-то разошелся к концу распаковки. Очень здорово работает на двусторонний бой на тремоло, и при этом по звуку все очень приятно, то есть есть и высокие обертоны, и красивая ярко выраженная серединка, и низ есть, и можно быстро поиграть, и медленно. В общем, очень долго могу хвалить эти хамусы, мне все очень нравится. Каких-то характерных минусов у хамусов я не заметил, кроме того, что коленце, да, достаточно высокое, и, как я уже говорил, при обратном ударе может иметь определенный такой характерный призвук. Но кому призвук, а кому бархатистость. Здесь решайте сами. Все зависит от вашего вкуса и от ваших предпочтений. Для чего вам нужен этот хамус? Для какой-то мелодической красивой игры. В принципе, он тоже неплохо подходит. Если вам нужен хамус именно на каждый день, чтобы играть там на природе и получать именно вот вдохновение от процесса импровизации, то я прям рекомендую этот хамус, потому что сам использую эту модель исключительно вот для этого, чтобы каждый день играть и вдохновляться, и потом переносить мелодии, возможно, на хамусы с каким-то более чистым звуком для работы в студии. Вот. Поэтому однозначно рекомендую вам хамусы Сунтар. Прекрасные варганы как для выступления, так и для обучения. Хороший вариант, чтобы перейти из какого-то масс-маркета на более высокий уровень и почувствовать, что же такое якутский хамус. Однозначно мои рекомендации. Заказывайте хамусы по ссылке в описании. Количество ограничено. У нас в наличии всего 3 инструмента, настроенных в ноту. А я напоминаю, что если вы заказываете хамус у меня, вот после распаковки, вы получаете именно тот хамус и тот звук, который вы видели и слышали на видео. Со мной можно связаться разными способами. Все контакты в описании к видео. Telegram, WhatsApp. Пишите, буду рад проконсультировать вас по вопросам варгана. Вот. А на сегодня все. С вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка хамусов Сунтар. У нас с собой было 3 замечательных хамуса. Желаю вам всего доброго. Играйте на хороших варганах. Играйте каждый день. Носите их с собой везде. Играйте вообще в разных местах. Дома, на улице, в походе, на сплаве, в горах, в лесу, в городе. Не ищите какого-то специального места. Ищите вдохновение каждый день в любой ситуации. И вот пусть ваши хамусы вас вдохновляют. Всем варган, всем пока. До новых встреч в эфире.